Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня главное в программе. Все больше детей становятся жертвами конфликта на востоке Украины, подрываясь на минах и гранатах. В Грузии независимый канал Рустави-2 находится под угрозой закрытия из-за давления со стороны властей. И 2 августа 1991 и 2015 глазами политолога и публициста Андрея Пиантковского. Но начинаем мы по традиции с новостей из Праги. Шахида. Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Наблюдатели ОБСЕ заявляют, что ситуация на востоке Украины обострилась за последние 2 недели. Обе стороны конфликта используют запрещенное Минскими соглашениями вооружение, в том числе системы залпового огня «Град». Анализ воронок, который мы проводили в Старогнатовке, станице Луганской и других населенных пунктах, подтверждает, что обе стороны использовали тяжелое вооружение калибром 122-152 мм и системы «Град». По словам наблюдателей, новыми очагами напряженности стали именно села Старогнатовка, Гранитная и Тельманово. При этом, по словам наблюдателей, ранее отведенное тяжелое вооружение исчезло с мест хранения с обеих сторон. Как украинская сторона, так и представители вооруженных формирований непризнанных ДНР препятствуют работе международных наблюдателей, не допуская их к местам происшествий. Самой горячей точкой до сих пор остается поселок Широкино. Сейчас Широкино очень опасное место. Там очень много мин и не разорвавшихся снарядов. До сих пор там находится вооруженное формирование, в частности, на юге и востоке села. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ по-прежнему наблюдает, что вокруг села продолжаются бои. К тому же, несколько недель назад у нас впервые был ранен наблюдатель ОБСЕ. Неразорвавшиеся снаряды часто становятся причиной трагедии в зоне конфликта. Как правило, жертвами становятся дети, которые воспринимают их как игрушки. Наша следующая история из Донецка, где 3 мальчика нашли во дворе дома гранату и решили поиграть с ней. Репортаж Екатерины Малафеевой. Андрею только что исполнилось 13. Свой день рождения он мог отпраздновать дома, беззаботно играя в футбол вместе со сверстниками. Если бы не трагический случай, произошедший 7 августа. Тогда 3 мальчиков принесли домой гранату и стали ее разбирать. Граната взорвалась, оставив детей без конечностей. Андрею и Сереже ампутировали руку и ногу. 7-летний Дима остался без пальчиков ног и рук. Это не говоря уже о многочисленных осколочных ранениях. Подствольник взорвался. Как он взорвался и где ты его взял? Взял не я, мой друг. А я с больницы прошел. Он мне подствольник показал, мы сели, а потом не знаю, что случилось. Взрыв и все. Улица, на которой живут дети, самая ближайшая к посадке, за которой военный полигон, на котором беспрестанно стреляют. В этой посадке проводились регулярные учения буинских частей, подразделений. Я так понимаю, что они за собой ничего не убирали, никакой учет не велся этих боеприпасов. И эти попросту валялись там, где им хочется. И таким дети нашли, подобрали, начали, извините, как говорится, узнавать, что это такое. Светлана и другие местные жители неоднократно обращались к районным властям непризнанной ДНР с просьбой хотя бы оградить забором посадку, ведь дети есть дети. На что им отвечали: не бойтесь, стреляют холостыми. Проходит учение. Даже в тот день, когда случилось, там продолжали бахать, скажем так. Близкие друзья в школе, Андрей и Сережа сейчас вместе и в палате. Самое трудное для детей – пережить перевязки. Их родные постоянно находятся рядом. С детьми работают психологи. Впереди еще протезирование и длительный процесс реабилитации. Екатерина Малафеева, «Настоящее время», Донецк. Война калечит детей не только физически, но и морально. Десятки ребят, эвакуированных с востока Украины, выходят этим летом на сцену берлинского летнего цирка. Немецкие волонтеры привезли 40 маленьких украинцев в Германию, где во время репетиций в цирке и работы с психологами помогают им забыть ужасы войны. Подробности репортажа Марии Блонской. Эти ребята совсем не профессиональные артисты. Акробатическим трюкам и танцам в берлинском летнем цирке их учат совсем недавно. 40 детей приехали в столицу Германии с востока Украины по обменной программе реабилитации. Дома? Дома не очень. Не как тут. Там стреляют. Тут все очень просто замечательно. Дома мои родители недавно
туда ездили, даже я не поехала, потому что они боялись за меня. Там стрельба, там люди ходят, у них нету жизни в глазах. В течение летних каникул в этом цирке побывают 120 детей. По словам одного из организаторов проекта, их главная задача – отвлечь ребят от их жизни в зоне конфликта и дать им возможность попробовать что-то новое. Мы выбрали цирк, потому что физические тренировки помогают справляться со стрессом, говорит Оливер Шрофенеггер. От них улучшается самочувствие. Это невероятно прочный барьер против психологических травм. Вместе с детьми приезжают их учителя. Они помогают немецким коллегам и психологам, которые занимаются реабилитацией. Стараниями немецких волонтеров эти ребята становятся акробатами, танцовщиками, фокусниками, настоящими циркачами, которые выступают на сцене под аплодисменты публики. Ровно год назад российские СМИ взорвала новость. Кто-то перекрасил звезду и повесил украинский флаг на шпиль сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве. Спустя несколько часов после этой акции флаг сняли, а полиция отчиталась о задержании 4 подозреваемых. Беата Бубенец о продолжении этой истории. Подозреваемые 4 парашютиста, которые в то утро совершили прыжок с этого высотного здания. Были мысли о прыжке, и совершенно никто не думал о том, что может повести такие последствия. Испуганных парашютистов обвинили в вандализме, совершенном по причине политической ненависти. Дети были в шоке. Они не знали, за что, и вообще не понимали, что за прыжок такой мог. А потом только узнали, что там все такое случилось. Через 2 дня после задержания парашютистов объявился истинный автор политической акции. Украинский руфер по кличке Гриша Мустанг признался, что это он покрасил звезду и повесил флаг. В качестве доказательства он опубликовал фото и видео. Несмотря на это, обвинения с парашютистов не были сняты. Украинского руфера объявили межгосударственный розыск, а ребятам предъявили обвинение по другой статье – за хулиганство. Некие лица в погонах побежали отчитываться перед властьдержащими. И им все равно, им наплевать, кто перед ним находится. Нужно отчитаться. Поймали этих парашютистов, недолго думая, запихнули в уголовное дело, потом это уголовное дело отправили в суд. Позже был задержан еще один подозреваемый, Владимир Подрезов, который в тот день был с «Мустангом» на крыше, но в самой акции не участвовал. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. После проверки всех компьютеров, телефонов и социальных сетей никаких связей парашютистов с руфером «Мустангом» обнаружено не было. Более того, ребята оказались абсолютно аполитичными. Это больше всего возмущает. Такие гневные слова были в обвинительном заключении в отношении их политической позиции. И эти слова повисают в воздухе, поскольку никакой основы на доказательствах они не имеют. Уже год парашютисты, обвиненные по так называемому высотному делу, находятся под домашним арестом. Любые контакты, кроме встреч с родными, им запрещены. Единственное развлечение – ежедневная часовая прогулка. Беата Бубенец, Москва, для настоящего времени. 25 августа Ростовский военный суд должен огласить приговор украинскому режиссеру Олегу Сенцову и его другу Александру Кольченко. Российские власти обвиняют их в подготовке терактов и организации ячейки правого сектора, который признан в России экстремистской организацией. Обвиняемые не признают своей вины. Прокуратура просит для Олега Сенцова 23 года заключения, а для Александра Кольченко 12 лет. Вчера украинскому режиссеру было дано право произнести последнее слово в суде. Самый страшный грех на земле – это трусость. Это написал великий русский писатель Булгаков в книге «Мастер и Маргарита». Я с ним согласен. Трусость – самый главный, самый страшный грех на земле. Предательство – это такая частная форма трусости. Большое предательство начинается иногда с маленькой такой трусости, как, к примеру, с Чирнем, когда тебе одевают мешок на голову, немножко бьют, через полчаса ты уже готов отречься от всех своих убеждений, говорить себе в чем угодно, говорить других людей, уже перестали бить. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за них пострадать или умереть. У нас тоже была преступная власть, но мы вышли против нее. Нас не хотели слышать, мы стучали в эти мусорные баки. Нас не хотели видеть власть. Мы поджигали покрышки, в конце концов победили. То же самое произойдет у вас рано или поздно. В какой форме, я не знаю, то есть я не хочу, кто пострадал. Просто я хочу, чтобы у вас больше вами не брали преступники. Олег Геннадьевич,
вне рамках процесса. Мы же обсуждаем узкие вопросы. По закону вы не можете говорить обо всем. Я заканчиваю, Ваша честь. Да я вас не перебиваю, просто... Я понял, что меня не перебиваете, да. Так что единственное, что я могу пожелать, этой третьей информированной части населения России, это научиться не бояться. Ранее Олег Сенцов под присягой рассказывал о пытках, которым подвергался после ареста. С требованием к России освободить Сенцова уже выступили Российский киносоюз, Национальный союз кинематографистов Украины, а также такие известные режиссеры, как Педро Альмодовар и Анджей Ванда. Наши коллеги в Вашингтоне говорили с известным российским режиссером Александром Сокуровым относительно дела Сенцова. Игорь, эфир ваш. Спасибо, Шахида. Действительно, Александр Сокуров выразил глубокое возмущение по поводу судебного процесса над украинским режиссером Олегом Сенцовым, которого российские власти обвиняют в терроризме. Сокуров назвал весь судебный процесс над коллегой по цеху политическим и призвал правоохранителей раскрыть общественности материалы дела. С Александром Сокуровым по телефону беседовал мой коллега Данила Гальперович. Я это повторяю уже и до этого говорил много месяцев назад, и сейчас. Это просто фантастика. Если это все вот так вот, покажите этот процесс в открытом эфире. Покажите. Сделайте прямые трансляции, покажите нам эти документы, которые якобы есть. Покажите. Это дело, которое имеет просто грандиозный общественный резонанс. Просто абсолютно непропорциональной сущности. Но если это есть на самом деле, то покажите нам это. Просто покажите нам эти материалы. И дайте слово режиссеру. Между тем, как сообщает правозащитная организация «Международная амнистия», Геннадий Афанасьев, ключевой свидетель обвинения на процессе против Сенцова и Александра Кальченко, отказался от своих показаний, которые, по его словам, он дал под пытками. И президент Эстонии Томас Хенрик Ильвес на своей странице в Facebook разместил призыв поддержать Эстона Кохвера и его семью. И, цитата, «в день восстановления независимости Эстонии, думая о нем, повязать желтую ленточку». В среду российский суд приговорил сотрудника эстонских спецслужб Эстона Кохвера к 15 годам тюремного заключения, признав его виновным в шпионаже. Эстония утверждает, что Кохвер был похищен в Эстонии неизвестными вооруженными людьми и перевезен через границу в Россию. Между тем, Госдепартамент США призвал Россию немедленно освободить Эстона Кохвера. Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби заявил, что приговор эстонскому гражданину демонстрирует вопиющее пренебрежение законом. 24-ю годовщину августовского путча президент Путин и российское руководство встретили в Крыму. Символично, что именно в Крыму, на даче в Фаросе, находился в эти дни в дни путча президент СССР Михаил Горбачев, которого ГКЧПисты отстранили от власти по состоянию здоровья. 2 августа 1991 и 2015. Мнение публициста Андрея Пиантковского в сюжете Александра Панова. Мы так рады, что вы наш президент. Август 2015-го. Крым, который теперь наш. Сегодня 90-е принято ругать. Время унижения и беспредела. 3 дня в августе, которыми в ельцинские годы гордились, сегодня практически никак не отмечаются официально. По традиции правозащитники и представители демдвижения проводят памятные мероприятия, но на них приходит все меньше народа. В 91-м Горбачева ГКЧПисты объявили неспособным руководить страной по состоянию здоровья. Нынешний президент, спускаясь на батискафе в морские глубины, демонстрирует, что здоровья ему хватит еще не на один срок. Сравнивая 2 августа, публицист Андрей Пиантковский находит много символов. Во-первых, известно, что преступников тянет на место совершенного преступления. Аннексия Крыма – это международное преступление Российской Федерации в лице ее пожизненного диктатора Владимира Владимировича Путина нарушила так дюжину международных соглашений. Если продолжать вот эту такую символику и психоаналитику, то я бы сказал, символичным было погружение Путина на дно. Это очень отвечает и состоянию российской экономики, и состоянию российской политической системы. И, кстати, рождает ассоциации с той станцией «Дно», на которой закончилось правление другого русского правителя.
Историки отмечают, что на станции «Дно» Николай II отрекся от престола. С 95% поддержки нынешнего лидера такой сценарий в 2015-м кажется абсолютно нереальным. Планы ГКЧП в кратчайший срок восстановить трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень производства, оказать всемирную поддержку усилиям по выводу страны из кризиса, запрет на демонстрации, забастовки и цензура в СМИ не по букве, но по духу осуществляются в сегодняшней России. Вот те, которые носят конкретный характер, осуществлены. И цензура, и запрет на демонстрации, забастовки, по-моему, на все что угодно. Вот сейчас на наших глазах возрождается, может быть, самое опасное наследие ГКЧП. Имперские идеи создания русского мира, которые в Югославии привели к чудовищной катастрофе, к 5 войнам, которые Сербия в конце концов проиграла. Вот они сейчас возрождаются Путиным под флагом русского мира и собирания исконных российских земель, сакрального Херсонеса и вот тому подобной чуши. Август российской истории особый месяц. Исторические оценки в ней регулярно меняются с появлением в Кремле нового хозяина. Сейчас не принято вспоминать август 91-го, когда скинули статую Дзержинского. Ходят разговоры вернуть ее обратно на Лубянскую площадь. Александр Панов, Дана Преображенская. Настоящее время. Вашингтон. Экс-чемпион мира по боксу, американец Рой Джонс-младший в беседе за чашкой чая с Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой предоставить ему российское гражданство. Профессиональный боксер заявил, что наличие российского паспорта существенно упростило бы ему ведение бизнеса в России. Цитата: «Я, собственно, за этим и приехал», — заявил он. «Думаю, что если бы у меня был, например, российский паспорт, мне было бы гораздо легче ездить туда-обратно». Путин сказал, что российские власти с удовольствием выполнят просьбу Джонса, если он намерен, цитата, «значительную часть своей жизни связать с деятельностью в России». Их встреча прошла в Крыму, где 46-летний боксер и рэпер примет участие в спортивном шоу на предстоящих выходных. Между тем, посольство США в Украине распространило сообщение, в котором еще раз призвало американских граждан воздержаться от посещения аннексированной России Крымского полуострова. И компания US Investigation Services, занимавшаяся проверкой биографии беглого подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заплатит штраф в размере $30 миллионов. Власти США заявили, что специалисты фирмы недостаточно тщательно изучали кандидатов на трудоустройство в федеральных учреждениях. Для США и их союзников в ближайшие годы может возникнуть новая военная угроза со стороны Китая. В то время как Америка и НАТО направляют свои усилия на сдерживание ядерных амбиций Ирана и нормализацию отношений с Россией, Китай проводит программу модернизации своего ракетного арсенала. Подробности в материале Вадима Оленчева. КНР, которая является второй страной в мире по размеру экономики, явно хочет стать первой страной в мире по объему вооружений. И многие эксперты в США допускают такую возможность, хотя и не в ближайшие годы. Китай увеличивал бюджетные затраты на свой военный потенциал в течение 18 из последних 20 лет. Точное число ядерных зарядов, имеющихся в распоряжении Китая, неизвестно. По различным оценкам оно может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч. Больше всего расхождений существует по поводу боеголовок, которыми оснащены баллистические ракеты, размещенные на китайских подводных лодках. Цифра, которая чаще всего встречается в различных источниках, это 576. В КНР разрабатывается множество секретных военных проектов, причем их разработчики зачастую не стесняются копировать западные образцы. К ним относятся орбитальный самолет многоразового использования «Шенлонь», явно напоминающий американский Boeing X-37. Его, в частности, предполагается запускать в полете с бомбардировщиков H-6 «Сиань», не говоря уже о единственной в мире противокорабельной баллистической ракете DF-21. Ракету, скорость полета которой в 10 раз превышает скорость звука, уже прозвали «убийца авианосцев». Вот здесь, в Вашингтонском музее авиации и космонавтики, выставлены некоторые образцы ракетных вооружений, созданных Америкой и Советским Союзом, а впоследствии Российской Федерацией. Некоторые из них попали в музей совсем недавно, но и они уже безнадежно устарели по сравнению с ракетными системами, которые создает сейчас Китай с целью обеспечить себе лидерство в этой области.
Разумеется, в этом меняющемся балансе сил важную роль будет играть Россия. Не являясь более сверхдержавой с экономической точки зрения, Российская Федерация остается мощной ядерной страной с солидным арсеналом. Военная конкуренция со стороны КНР Кремлю вовсе не на руку. Доверия между Россией и Китаем по-прежнему нет, полагает эксперт Heritage Foundation Дин Ченг, подчеркивающий, что Москве придется заново выстраивать отношения с возмужавшим в военном отношении Пекином. Между Россией и Китаем имеет место активное сотрудничество в области вооружений. В то же время мы видим, как российские лидеры открыто отказываются от своей прежней политики неприменения ядерного оружия первыми, именно из-за роста угрозы со стороны Китая, а не НАТО. Так что, как и в случае с Соединенными Штатами в обозримом будущем, любые партнерские отношения России и Китая тоже будут непростыми. Согласно недавнему докладу Пентагона, ближайшая стратегическая цель правительства КНР – это достичь способности выдержать, цитата, «краткосрочный военный конфликт высокой интенсивности с высокотехнологичным противником». Текст явно указывает на Японию, Южную Корею или Соединенные Штаты. Уже сейчас Китай способен запустить в цель одновременно 1500 ракет. Такая воздушная армада, говорят западные эксперты, потенциально способна пробить любую существующую в мире систему противоракетной защиты. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. В настоящее время Вашингтон. В четверг Северная и Южная Кореи обменялись залпами артиллерийского огня. Как сообщает южнокорейское агентство Йонхап, Пхеньян произвел несколько выстрелов по позициям военных Южной Кореи вдоль границы, на что южнокорейцы произвели ряд ответных залпов и привели свою армию в полную боевую готовность. И о возрастании военной напряженности в другом регионе нам расскажут коллеги в Праге. Шахида. Спасибо, Игорь. Грузия протестует против нарушения Российской Федерации своего воздушного пространства. В заявлении МИДа Грузии говорится, что российский военный вертолет Ми-8 пролетел над селом Зардиан-Ткари, расположенным на линии разграничения между непризнанной Южной Осетией и Грузией. Напомню, что несколько дней назад Россия начала крупномасштабные военные учения в Южном военном округе. Учения также проходят на территории непризнанных Абхазии и Южной Осетии. МИД Грузии считает действия России направленными против суверенитета и территориальной целостности Грузии. Ну а медиапространство Грузии уже несколько месяцев будоражит судебное разбирательство, связанное с независимым телеканалом «Рустави-2». Суд Тбилиси вынес решение об ограничении финансовой деятельности канала, что может привести к его банкротству. Об этом заявили владельцы телеканала братья Георгий и Леван Караманашвили. Они считают, что власти страны хотят просто избавиться от независимого голоса. В правительстве заявляют, что они вмешивались в судебное разбирательство. Подробности в репортаже Марии Яблонской. Судьба самого популярного в Грузии независимого телеканала под угрозой. В августе суд Тбилиси ограничил финансовую деятельность телекомпании. Причина – поданный бывшим владельцам иск с требованием вернуть часть акций. Но в руководстве компании уверены, за спиной бывшего акционера стоит правительство, которое пытается разгромить телеканал за критику властей, говорит генеральный директор Ника Гварамия. Хоть государство и утверждает, что не имеет никакого отношения к иску, поданному против Рустави-2 одним из бывших владельцев, это дело очевидно политически мотивированное. Иначе как объяснить тот факт, что сразу после выборов, когда миллионер Бидзина Иванишвили пришел к власти, Рустави-2 стал главным объектом постоянных нападок со стороны правительства? Чиновники неоднократно обвиняли Рустави-2 в ангажированности. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в августе при этом заявил, что речь идет об имущественном споре. Но большинство опрошенных рейтер-жителей Тбилиси уверены, власти хотят закрыть неугодный телеканал. Разумеется, это неприемлемо, поскольку свобода слова должна быть самой важной вещью в демократической стране. А то, что происходит сейчас в отношении Рустави-2, это преступление властей против независимого средства массовой информации. Нынешние владельцы телекомпании предупреждают, судебное решение чревато для нее банкротством. Пока что канал вещает, но жительница Тбилиси Лали, как и многие зрители, опасается, что его закроют. Мы хотим жить в свободной стране, и поэтому Рустави-2 важен и будет еще лучше, если у нас будет больше независимых СМИ. Это поможет людям развивать критическое мышление. Это важно для развития человека, учить его делать свой выбор. Мы, люди, должны сами решать, что для нас хорошо, а что плохо. До вынесения окончательного решения суда имущество компании останется под арестом. Несмотря на заверения властей Грузии о том, что они не вмешивались в решение суда, многие в Тбилиси уверены в противоположном.
Возникает вопрос, не стоит ли правительство за этим процессом. И думаю, что очень важно, чтобы правительство как-то уверило общество, что они никоим образом не включены в это дело и не причастны. Нашу программу продолжат коллеги в Вашингтоне. Спасибо, Шахида. Очередные выборы президента США состоятся в ноябре 2016 года. Но уже сейчас американцы активно обсуждают кандидатов и формируют повестку дня следующего главы Белого дома. В городе Шарлоттсвилл, расположенном в предгорьях Апалачи, Вирджинии, более 40 тысяч жителей. Туристов привлекает сюда богатая история и достопримечательности. Среди них Монтичелло, усадьба третьего по счету президента США Томаса Джефферсона. Один из отцов-основателей США, подписавший в 1776 году Декларацию независимости, Джефферсон в 1818 году основал университет штата Вирджиния. Спроектированный кампус сегодня признан памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. 4-й и 5-й президенты США Джеймс Мэдисон и Джеймс Монро были в свое время ректорами этого университета. Знают ли сегодня студенты, так по-свойски расположившиеся на лужайке у барельефов отцов-основателей, историю своего города и в свете предстоящих выборов политические предпочтения жителей и своих коллег по кампусу? Шарлоттсвилл известен благодаря Джефферсону. Он здесь родился. Весь город практически держится на нем и его имени. Томас Джефферсон, третий американский президент, создал наш университет. Поэтому здесь так много туристов, которые приезжают посмотреть на знаменитый кампус, и студентов, которые здесь учатся. А за кого сегодня собираются голосовать те, кто здесь живет? Я бы сказала, что город смешанный, очень смешанный, потому что люди постарше – республиканцы, они побогаче, а молодые в основном – демократы, как мы. У студентов, как вы знаете, денег немного. И вообще, мы новое поколение, представители новой эпохи. Мне кажется, что Шарлоттсвилл является одним из самых либерально настроенных городов Вирджинии. В любой другой части штата люди настроены гораздо более консервативно. А наш город — маленький оазис либерализма, как мне кажется. Здесь все не так односторонне, как в других городах нашего штата, и выборы всегда это доказывают. Чем ярче всего вам запомнятся годы президентства Обамы? Легализация марихуаны. Майкл, да помолчи ты. С какой стати? Это правда. Моя мама умерла от рака 6 лет назад, и я лучше всех знаю, что это такое. И очень хорошо, что здесь постепенно начинают понимать, что химический состав марихуаны не излечивает рак, но хотя бы уменьшает страдания от этой страшной болезни. Так что легализация марихуаны должна происходить как можно скорее и повсюду. А вот другое. Обама придумал Обамакэр. Все так много говорили, спорили, боролись за это, а в результате это совсем не помогает среднему классу. Обязательная страховка лишила людей многого, им труднее платить за жилье. Теперь им приходится заботиться о том, чтобы заплатить за страховку. Да, Обамакэр помогает бедным, но среднему классу от этого стало только труднее. Я понимаю, что он хотел как лучше, он многое поменял, но в результате не в лучшую сторону, так что нам нужен кто-то, кто изменит все это. Молодые люди либерального Шарлоттсвилля хотят перемен и критикуют президента-демократа. Чем ближе к выборам, тем сильнее будет критика как нынешней политики администрации, так и политики возможных претендентов на Белый дом. И вопросов к кандидатам будет все больше. Борьба только начинается. Светлана Прудовская, Шарлоттсвилл. У американских кладоискателей снова праздник. На месте затонувшей 300 лет назад эскадры из 11 испанских кораблей охотники за сокровищами нашли 350 редких монет. Сокровища были найдены недалеко от побережья Флориды. Там пролегал маршрут, по которому в 18 веке испанская корона вывозила различные ценности из Нового Света. Клад оценивается в $4,5 миллиона. За последние несколько месяцев это уже вторая крупная находка золотоискателей. Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Ну а мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.